страсти тут кипели Да, еще до этого. То есть земля была всем интересна. Точнее, может, и была неинтересна, но власть здесь делили еще в 13 веке. Да, Да, еще до 13-го. да, вот раньше их казаками не назывались, это ушкуйники, бродники, в общем, это вот. Что здесь происходило дальше? Вот, к примеру, что я вам могу рассказать. Когда именно вот мы прошли с вами 14 век, а вот именно 15 век, когда Иван Грозный все-таки решил, значит, Волгу-матушку, значит, объединить, и вот как впоследствии Петр I и так далее, значит, те в основном старались более как бы с европейцами торговать, то здесь посчитали, что с Османской империей торговать бесполезно. Это люди, которые занимались рабовладельчеством, то есть они загоняли какое-то определенное какое-то княжество, несколько десятков тысяч человек, вот как в капкан, и гнали их всех в Крым для продажи. Этому подвергались и молдаване, и поляки, и чехи. В общем, в основном вот все славянские племена, которые проживали сейчас, как вот сейчас эти страны называются: Украина, Молдовия, Белоруссия, Польша и так далее. Десятки тысяч каждые 2-3 года загонялись в Крым, и там, значит, в портах продавались. В Африку? Ну, да, их... Не, африканцев раньше продавали. Скорее всего, да. В основном в Европу. Также, вот, значит, приводятся такие примеры, как, вот, допустим, на галеры и так далее. Вот. И дальше получается так, что когда Иван Грозный понимает, что нужно торговать лучше с Персией, это и ткани, и хороший металл, оружие, все такое. Он сразу, значит, я показываю, вот внизу, туда, в Астрахань, выход именно в Каспийское море, нужно торговать. И все казаки, которые здесь вот раньше вот этих занимались своего рода, значит, грабежами, они всегда говорили: вот, говорит, в Персию попасть, там самые красивые женщины, самые, значит, красивые узорчатые, там, допустим, какие-то вазы, хрусталь, там, в общем, все было в Персии, ткани, шаровары, вот эти вот все, накидки, дубленки, все это шло оттуда. И вот, значит, что получается, когда Иван Грозный, значит, присоединяет эти территории, он сюда присылает Григория Иосифовича Засекина. Это один из полководцев, ему было всего 40 лет, но, как правило, уже к 40 годам эти люди были уже полностью изношены. В письмах к Ивану Грозному он описывает, говорит: я уже устал. Они, дворяне, они обязаны были пожизненно служить в армии. Я уже устал, у меня, говорит, 2 села полностью уже обветшали, то есть мне надо вернуться, я 2 сыновей. А Иван Грозный говорит: подожди немножко, вот-вот, говорит, придет время, когда ты себя проявишь. И после смерти Ивана Грозного приходит, значит, на престол Федор Иванович. Вот. И вот он начинает строить, значит, именно вот эти вот городки. Именно вот здесь, на этом месте был построен небольшой городочек Острог, 200 на 250. С ним прибыло всего 600 уже приписных казаков, не просто разбойники, а они уже обязаны были служить, и 1200 работных людей. И, значит, когда башкиры приехали, сказали, говорит: у нас между царем был договор, что вы на правом берегу можете свои крепости строить, а левый берег вы не трогайте. Мы здесь вот много, говорит, разводим скота, скот боится, когда люди здесь ходят, все такое. Но Григорий Иосифович Засекин, он был, кроме того, что был хорошим полководцем, строителем, но он был еще и дипломатом. Он предлагает, говорит: вы знаете, сколько вот 100 с лишним лет после того, как распалась Золотая Орда, здесь в Жигулях правят банды. Иван Кольцо, ну это не понаслышке знаете, это и Степан Разин, и Ермак, это и Барбош, и Иван Кольцо. То есть эти главари, они менялись, а власть была ихняя, вот именно вот такая вот воровская, как ее называли, ушкуйников и бродников. Поэтому, когда, значит, вопрос стал, что делать, то Григорий Иосифович Засекин говорит: мурзы здесь собрались, все, свои юрты поставили, сидят,
И он ему обещает, он говорит, а я, говорит, выведу их. Они говорят, да как ты выведешь, уже больше 100 лет, они вот там, в горах. Там только подплываешь, уже на горах стоят, значит, факела, специальные, значит, огни. Они друг друга предупреждают и все. А вот когда караван идет с добром, они откуда ни возьмись со всех этих, значит, проток выскакивают на своих ладьях и, значит, грабят. Все, невозможно с ними жить. Вот мы, говорит, здесь живем, говорит, вот, а туда и не суемся. Он берет 400 казаков и, значит, переплывает здесь в этом месте, значит, Волгу на ту сторону. Казаки были те же бывшие разбойники, но пластуны, хорошие разведчики, знали несколько диалектов, владели несколькими языками. В общем, они были, в принципе, те же кочевники, только вот смешаны с русскими. Они, значит, разбивают этих казаков. Несколько атаманов берут в полон, привозят сюда и, устроив тут пир, значит, этим башкирским урзам, они, значит, прилюдно их казнят. Кого повесили, кого там еще что-то сделали. Ну, наказали всех. Башкиры поверили. Да, действительно, ладно, пускай город стоит. 30 лет город никто не трогает. Но русские так устроены, что нужно было распахивать огромные территории. Они увидели, что там на речке Самарке очень много земель, чернозем. Сколько ни копай вглубь, чернозем и плодородное. Надо зерно выращивать. Башкиры опять приезжают, говорят, Мурзы вот именно приехали, говорит, вы же сказали, что не будете дальше соваться там определенных территорий. Ну, имейте тоже совесть. Ну, уже самого Засекина не было. Здесь была, значит, замятня, как тогда говорили. То есть воины, которые находились в крепости, ответили выстрелами, рассеяли отряды башкир. И в конце концов, в общем, помирились. И с тех пор больше никогда Самару не трогали. Очень интересный эпизод уже был в 15 веке. Именно когда сюда, значит, после войны 1812 года в Самару начали привозить французских гусар. Вот оттуда появилось и слово такое «шерочки-машерочки». То есть вот эти гусары, пленные французы, а их именно больше всего уважали в то время. Почему? Потому что именно гусары, они считались дворянами, а попасть в гусары нужно было, ну, прям действительно очень быть богатым человеком. Там мундир стоил, тут деревню надо было с крепостными продать, чтобы вот купить себе вот такой мундир. И в конце концов получается, значит, тех, кто были непосредственно, кроме, значит, французов, их, значит, поляков, вот Ставрополь, это у нас где Тольятти, отправили потом их и на Кавказ, в общем, венгров, те 20 стран, которые участвовали вместе с Наполеоном в взятии Москвы, этих, значит, несмотря там дворянского или простого там происхождения, их всех отправляли. А французам сперва выделили, вот здесь у нас вот на Степана Разина была тюрьма, и, значит, они там проживали. Городничий Второв обратился к нашим купцам, а здесь эти бывшие казаки, которые вот город построили, постепенно они стали перерастать уже в этих купцов, их называли, допустим, уже такими доморощенными или как, домовитые казаки. То есть они, видя, сопровождая караваны, видя, что ему платят 3 рубля, допустим, серебром казаку, а простой купец, он может заработать 300 рублей, то есть целое состояние. И они, в конце концов, понимая, что надо тоже заниматься купечеством, и вот оттуда пошло вот это слово «мещанство». То есть вот человек, он и не благородный, он и не, там, не купец, он просто мещанин. Они строили, вся Самара была деревянной, огромные особняки из дерева, значит, из дубового леса, палисады, все такое. И вот, значит, когда французы прибыли сюда, Второв к ним обратился. Говорит, надо, говорит, уважить. Говорит, вот Александр I, ну, вот этот царь, который, значит, взял уже, ну, как бы, с Кутузовым освободили Русь, и уже пошли там, допустим, дальше завоевывать там Париж и так далее. Он попросил, говорит, уважить этих дворян. И их стали размещать вот в эти вот купеческие дома. И что самое характерное, значит, в 1862 году именно, значит, один из тех, кто здесь сидел, Хинштейнер, наверное, значит, вот, он был, скорее всего, польский еврей, но он
каким-то образом, значит, все-таки смог остаться здесь и сидел сперва в тюрьме, а потом именно располагался в этих вот в добротных домах купеческих, то он описывал такое событие в Европе. Вот как мы раньше зачитывались такими произведениями, как Дюма, там, допустим, Стендаль и так далее. Там вся Европа зачитывалась именно вот этими похождениями их гусар именно здесь, в Самарском городке. И вот, значит, описывает вот такой фрагмент. Когда, значит, он пришел, там, значит, сидит хозяин с окладистой бородой, значит, 5-6 дочерей возле него, значит, хлопочет тут жена, богатый большой стол, значит, на утро подает наливочку, черную икру, блинчики, значит, из белой муки спеченной, завернутой там, значит, в творог или в черную икру. В общем, благодать. И, значит, когда я, говорит, подошел к столу, я, говорит, не мог понять, говорит, ну вот вроде это только еще завтрак, у нас это, ну там чашечку кофе подают, а тут это уже полноценный обед, хотя время там было 7 утра. А он, говорит, посмотрел на меня, этот хозяин, и говорит, все, говорит, сегодня в баньку идем. Здесь вот на берегу Волги еще до сих пор даже сохранилось, вот на Некрасовской есть такие дома, они величиной, вот примерно 3-4-этажный дом, это были у мещан, у наших. Сколько самарских. лет домам? Ну, сейчас в основном вот эти дома в 1851 году, когда Самара выгорела, деревянная, вот именно после 1851 года, когда Самара стала губернской, начали строить вот эти вот каменные дома. Ну, сохранились и деревянным, которые по 200 лет, по 300. Ну, это вот на улице Водников, там и на Степана Разина и так далее. Есть еще дома, ну, как Курени. То есть первый этаж кирпичный, второй деревянный, такой резной. И вот когда вот в эти бани они, значит, пришли, то настолько удивился вот этот, значит, француз и эти гусары, что, оказывается, в этих общественных банях моются все. И дети, и женщины, и старики, все, значит, приходят, а потом, значит, разгорячившись, могут бежать к Волге, там, плескаться. И что самое большее удивило, значит, Хинштейнера, то, что он описывал, но он, скорее всего, может быть, и многое приукрасил. Потом и дало это впоследствии много такого, что и, как говорится, даже для блага для города. Его удивило то, что сами вот эти казачки, мещанки, девушки вот именно самарки, они, считаю, ведут себя также наравне с мужчинами. То есть вот осанка была у них черкешенки, глаза были голубые, брови были черные, очень высокие, красивые. И что самое интересное, в каждой семье было по 6-7 девушек. Мещане, те вот именно купцы, они считали, что чем больше женщин именно рождается в семье, тем вот по мусульманским законам, значит, он быстрее попадет в рай. То есть 3 дочери уже в рай, а если там 4-5, и никогда этому не препятствовали, то есть радовались. И вот, значит, такой случай он описывает, Хинштейнер. Приходит, значит, дочь к отцу, мы, говорит, сидим там под образами, мирно беседуем, а он был польский еврей, он прекрасно разговаривал по-русски, поэтому он спокойно был уже как свой здесь. И вот он, значит, она ему говорит, слушай, папа, говорит, сегодня, говорит, я буду с Митьком гоняться на тройках, ты мне дай своего хотя бы коренного вот там орлика. Ага. А законы какие были? Вот здесь вот по этим улицам, улица Казачья, потом Дворянская и Куйбышева, также по улице Водников, там улица Саратовская. То есть по этим улицам они вечером, значит, запрягали в тройки там лошадей, значит, в сани или в телеге, зимой на Волгу выезжали. И, значит, договаривались, ты, значит, с тобой будем сегодня гоняться. И, значит, с разворота по несколько кругов, кто быстрее кого обгонит. Девушки были наряду с мужчинами. И если, вот, допустим, она выигрывала, то просила любой приз. Значит, золотое колечко с камушком. А если Митька, это, допустим, не в состоянии был, то есть этот подарок оплатить, то он обязан был нагишом пробежаться по всей улице. То есть независимо от того, зимой или там летом это все это происходило. То есть вот это вот именно вот дух вот этого всего. И впоследствии сюда, в Самару, стали присылать на перевоспитание с Санкт-Петербурга, с Москвы, вот этих народников, тех дворян, которые там, значит, пытались противостоять там, ну, были своего рода либералы, да, оппозиция была, как сейчас называют, вот. Они пытались все время в какие-то кружки, им заняться было нечем. Сними бабушку. Но когда только они попадали именно сюда,
в Самару. Вот это мещанство, сытость, вот эти вот гонки на тройках, там еще что-то, они через 2-3 дня перевоспитывались. И Хинштейнер описывает такой фрагмент. Он говорит, приходит, значит, к этому, значит, хозяину семейства и говорит, я жениться хочу. Он говорит, а на ком? А она говорит, на твоей дочери, говорит. Тебе что, всех показать? То есть там он даже их не различал, они были настолько все, ну, красивые, высокие, то что и все приятные вот именно во вхождении, что он говорит, а можно, говорит, всех посмотреть, ну, это наподобие того, что, говорит, вот это, и именно вот впоследствии именно вот этот вот дух, вот этого мещанства, вот этого вольного казачества, сытости, всего, оно потом, значит, когда именно та Европа вот зачитывалась вот этими книгами Хинштейнера в 1826 году, которые были изданы на нескольких языках, и во Франции, и в Англии, и все, вот, и попали потом в Санкт-Петербург через несколько лет, значит, были переведены даже на русский язык, но это очень редкие книги, их сейчас очень тяжело и, наверное, очень дорого достать, и когда вот те купцы приезжали, в первую очередь они, а где, говорит, ваши самарские красавицы, то есть вот это вот оно откуда-то пошло, вот это вот шерочки, машерочки, то есть когда благородные офицеры приглашали, значит, девушку там на свидание, он говорил маншер, то есть, а купеческие бабули, которые там сидели на лавочках, они вот опять, говорит, шерочка с машерочкой куда-то, а у них через слово маншер, значит, все такое, и оно все это пошло.